Из концентрационных лагерей, которые пытается скрыть китайское правительство, продолжает поступать информация о положении узников. Тунсагуль Хашим, проживающая в Осло, сообщила, что муж ее сестры, которая живет в Урумчи, находится в тюрьме. По словам Тунсагуль, от Абликима не поступало никаких известий в течение 2,5 лет. После появления в сети изображений 36-летнего Абликима, находящегося среди узников, Тунсагуль начала использовать его фотографию в качестве баннера во время протестов и митингов. Женщина рассказывает, что после этого ей позвонила сестра и произнесла на китайском языке, что у них все хорошо. Включая Абликима, из семьи Тунсагуль было задержано 5 человек. В Кении было завершено строительство железной дороги протяженностью в 120 километров, которая соединит Найроби с городом Найваша. Кенийские СМИ сообщили, что железнодорожная линия Найроби-Найваша, которая обошлась китайским инвесторам в $1,5 миллиарда, введена в эксплуатацию. Строительство железной дороги не раз подвергалось критике за высокую стоимость. Министерство иностранных дел Китая сообщило о задержании 2 граждан США, обвиненных в организации незаконной миграции китайцев за границу. Пресс-атташе Министерства иностранных дел Китая Ген Шуан сообщил, что Комитет общественной безопасности задержал в провинции Чангсу, расположенной на востоке страны, Алису Петерсон и Джейкоба Харлана. В свою очередь, 12 октября компания China Horizons объявила на своей официальной странице в Facebook, что обвинения китайских правоохранителей являются мошенническими. Глава особого административного округа Китая Кэрри Лэм была вынуждена покинуть сессию законодательного собрания во 2-й раз. После того, как Лэм покинула трибуну из-за протеста депутатов, выступающих за демократию, сессия парламента была отменена. Майк Пенс, прибывший в Анкару в связи с операцией «Источник мира», начатой турецкими военными на севере Сирии, заявил, что было достигнуто соглашение о прекращении огня на 120 часов. Об этом Пенс сообщил на пресс-конференции, прошедшей сразу после переговоров с турецкими дипломатами. В ответ на уступки Анкары, США обеспечит выход отряда народной обороны, являющейся вооруженным крылом партии Демократического Союза, из безопасной зоны. После завершения переговоров президент США сделал следующее заявление. Из Турции поступила замечательная новость. Спасибо Эрдогану. Это позволит спасти жизни миллионов мирных жителей.